Череповский Юра, художник. Виктора я знал очень давно, когда он еще в Воркуте жил и приезжал на знакомых, привозил работу. Тогда в Воркуте много художников было. Потом он жил у нас, в Сыктывкаре. Тогда на все выставки ходил, на все открытия, такой отзывчивый. Очень искренний человек. Не врал никогда почти что. Всегда правду говорил. Рисовал здорово, здорово рисовал. Редкостный. Талант у него был очень редкостный. Многоплановый такой. Неожиданно, конечно, очень недавно я его видел. Я не подумаешь, что такой здоровый, крепкий мужик. И в одночасье. Да, очень горько, конечно. Соболезную родным, близким. Очень жалко. Кто еще желает, пожалуйста? Я его знал тоже, не так, чтобы долго, не было пути, я посмотрел. И я хочу сказать, что свое главное дело в жизни он делал. Картины писал, рисунки, еще что он делал, надо сохранить. Нашему художнику и даже в этом части, чтобы ничего не записано, как уже показывал свои буклеты, там у него были очень талантливые картины, почти никто, которых и не видел. Там хорошие виды природы, какие-то портреты у него были. Я, правда, пытался его, так сказать, как бы наставить, чтобы он какие-то крупные работы создавал, а он тоже обществом был недоволен, говорил, что никому ничего не надо, картины свои я продать не могу, выставки за рубежом сделать я не могу. Там за рубежом, если бы он где-то оказался, где-то в Америке, он бы продавал свои картины, был бы знаменитый, и условия по жизни имел бы получше. Через день совершил в небольшой квартирке возле, на улице Чернова, возле Мостеатра. Там у него проблемы было, там кисловато было. Ну, работал человек. Очень много сделал для своего возраста. Так что надо все сохранить. Для потомков, чтобы в наш музей все это поместили. По крайней мере. Спасибо. Спасибо. Кто еще желает? Пожалуйста. Я Сахаров Юрий Николаевич. Не знаю, просто человек. Здесь много говорится о том, что он сделал как мирянин, как человек мирским взглядом. Мы все атеисты, все рождены в Советском Союзе, и все, в общем-то, более материалисты, чем позитивные. Но я в последнее время много времени посвятил поиску смысла жизни и понимаю теперь, что, наверное, и многие теперь понимают, потому что прогресс идет, и сознание становится более понятным, что здесь, в общем-то, лежит не Виктор, а его, как бы, вот, тело. А сам Виктор, возможно, здесь, возможно, у него сейчас такое состояние, наверное, все слышали, там, 3 дня, 9 дней, 40 дней, душа постепенно возвращается туда, откуда она пришла, для того, чтобы предстать перед тем, кто его послал, кто ему дал задание, кто ему командировочное выписал, кто его снабжал все это время и пособиями, и все прочее. И он предстанет и доложит, как он это делал, и в соответствии с этим получит дальнейшее представление о своей жизни. Или там на Олимп его, или еще
куда-то или еще куда-то, или скажут, еще чего-то ты не доделал, может быть, вернешься еще сюда. Ну, в общем, всякие могут быть ситуации, потому что судьбу определяет высший космический разум, и только он может сказать, как он это дело осуществил. Я думаю, что он был достоин того, что ему было дано. Он был очень одаренный, а дары тоже были вдогонку и вместе с тем ему с воплощением души даны. Он был очень одаренный, во всех отношениях был. И душа компании, и художник, и фотограф, и поэт, и много чего. Много чего. Его можно было увидеть во всех уголках города Сыктывкара. Я вот очень приветствую тех, кто в Воркуте. Это вообще мужественные люди 70-й широты. Это, и он тоже причастен к этому. Поэтому я горжусь, что я был знаком и теперь вот с этими могучими людьми тоже познакомился. Вот с родственниками. Всем приношу соболезнования по поводу его отбытия. Он теперь по дороге к дому. И вообще это, как всегда, грустная минута прощания, что мы потеряли такого замечательного человека и не можем общаться теперь с ним. Но мы в то же время должны быть рады и сочувствие и радоваться за него. И наша радость наши скорби не должны мешать ему восходить по дороге к дому, потому что скорби – это как вот воздушный шар поднимается, и там этот груз, он мешает. Для того, чтобы шар воздушный шел дальше, выше, груз сбрасывают на землю. Вот скорби – это тот же груз, который будет мешаться ему возноситься к Богу. Мы должны радоваться за него и способствовать его быстрейшему возвращению домой. И это освобождает эту гондолу от груза, и он быстрее возносится туда, куда он должен вознестись, и легче. Вот. Ну, это так, как я понимаю. Может, многие также согласны, но это так. Поэтому для того, чтобы ему еще легче было идти по дорогу к дому, будет помогать ему наши воспоминания, наши добрые, светлые мысли, наша любовь. А ведь сказано: возлюби ближнего, как самого себя. И эта любовь будет наполнять его гондолу, его этот шар еще больше, больше и больше, и дорога ему к дому будет легче, легче и легче. Спасибо. Вот, я желаю всем хорошей памяти, близких, добрых чувств ему в полет. И всем всего доброго. Спасибо. Еще кто желает?